Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто сходит по вам с ума, а вы этого не видите, не знаете и не замечаете? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем желали ваши силы знать. И какая вы интересная! Как вас интересно показали. Ваш образ, он очень яркий, и образ, который одних людей как будто бы вдохновляет, а других заставляет трепетать. Ну, в прямом смысле слова, да? Вы действительно очень необычная в своем обществе, очень сильно отличаетесь от тех, кто вас окружает. И вы постоянно у всех на глазах, да, либо все глаза смотрят только лишь на вас. Ох, тут вас и боятся, и любят. Вот как-то так отыгралось. И боятся, и любят. Вы не щадите своих врагов, вы умеете за себя постоять, но и с друзьями вы максимально такая вот добрая, ласковая, помогающая. Мне так идет. Никто не хочет быть вашим врагом, но все хотят быть вашим другом. Вот так показали. Очень необычный вы человек. И еще показано, что вы чем-то занимаетесь, что-то вы такое делаете, что другим недоступно, либо что у других не получается. Может быть, вы в чем-то талантливы, либо у вас есть дар, либо вы, например, как и я, практикуете, да, почему нет? Здесь очень необычную женщину показали, необычную. Для мужчин вы прям однозначно роковая, ну а для женщин вы как образец, да, стремиться к тому, чтобы так выглядеть, к тому, чтобы так жить, как вы, к тому, чтобы быть такой яркой персоной, да, вы образец для подражания. Так, ну давайте пойдем по отсыпке. Кто сходит по вам с ума? Смотрите, показывает мужчину не свободного, но мужчина, который имеет возможность с вами постоянно видеться. Да, у кого-то отыграется и общаться, а у других просто видеться. Мужчина не свободен, мужчина зажиточный, у мужчины в жизни все есть, все случилось. То есть у него есть там дом, машина, там, дача, дети, деньги в банке, да, все у него есть. А вот любви у него в жизни нет. Этот мужчина, он давно на вас посматривал, прям посматривал, засматривался. Что-то есть у вас такое, что его прям за сердце цепляло. Он сам себе не мог этого объяснить. И то ли вы ему кого-то напоминаете, то ли вы его родственная душа. Но вот прям с первого взгляда как будто бы вы его задели, заякорили, и он долго сопротивлялся своим чувствам, а теперь он просто вот весь на взводе. Он ни о ком, кроме как о вас, думать не может. Его уже все перестало интересовать, перестало радовать. Все, о чем он мечтает, думает, желает, это вы. Вы и ваши ответные чувства к нему. Мужчина считает, что он живет в клетке, считает, что он, вот как жертва несчастной жизни, обстоятельств, несчастной любви. И этот мужчина дошел уже до такой степени влюбленности, что ради вас он готов просто перечеркнуть свою жизнь, да, лишиться всего, но лишь бы быть с вами.
А у кого-то, кстати, отыграется, что вы с этим мужчиной, ну, то ли в романе были, да, у вас были отношения, то ли у вас сейчас что-то такое происходит, вот на искры похожее, но для вас это лишь только начало, а для него это уже любовь любовная, так идет. Ради вас он готов пойти на любое безумие. Вот так поманите пальцем, и мужчина всю свою жизнь просто вот безжалостно перечеркнет, ни о чем жалеть не будет. Хотя все он в жизни заработал тяжелым трудом. От любви к вам он сходит с ума, он очень сильно вас ревнует. Он места себе не находит, когда там несколько часов вас не видит, либо несколько дней. Он прям сходит с ума, думая, что у вас там другой мужчина, он вас целует, он вас обнимает, что вы другому отдаетесь, а он тут такой несчастный, весь в страданиях, в соплях, слюнях находится. Да, девчонки, только помани. Ради вас он готов и в огонь, и в воду, и все потерять он готов, но только лишь бы быть с вами. Для него вы вершительница судьбы. Вот как вы скажете, так он и сделает. Только я не очень уверена, нужен ли он вам. И, скорее всего, вы понимаете, о ком я говорю. Может быть, вы действительно его не принимаете, потому что он женат, либо вы не хотите с ним связываться, потому что вы не уверены, да, насколько он честен в своих чувствах. Но здесь показано, что прям ради вас готов на все. Только помани, только будь моей. Я все оставлю, от всего откажусь, потому что ты мне только одна нужна. Вот без тебя я бесконечно несчастлив, а вот с тобой я самый счастливый. Так мне идет. Но он женат. Сейчас он женат, он проживает, с женой, да, с семьей проживает. Но это все его не радует. Это все ему уже все опостыло, да, это его тяготит. Ему хочется счастья, ему хочется любви, ему хочется быть с вами. Дальше. С правой стороны показывают свинью. Это какой-то бывший, явно бывший, какой-то хряк, извините меня. Что я могу сделать? Если свинью показали, значит свинья. Человек, который может быть чем-то похож на поросенка, может быть, вел себя как настоящая свинья, поступил с вами как свинья. Человек, который ждет от вас, он ждет от вас, что вы его будете возвращать. Вот как-то так мне идет. Но вы на эту свинку не смотрите. Вы прям отвернулись, как будто бы точку поставили. Но это какой-то бывший. Причем, скорее всего, недавнешний бывший. Либо тот, с кем вы последним расстались. Так мне идет. Но явно он прославился именно либо своей неприятностью, либо своими вот такими свинскими поступками. Может быть, он у вас ассоциируется именно с свиньей. Во всех ее вот мерзких проявлениях, скажем так. Человек сходит с ума, потому что ему казалось, что он просто обещанный принц, и что лучше, чем он, никого на свете нет, и что вы его там любили до потери сознания, а он, видно, пытался вас то ли продавить, то ли подчинить, какую-то свою грязную игру вел против вас. У него ничего не получилось, вы расстались, и вот он себя просто убедил в том, что вы будете его возвращать, что вы просто не сможете без него прожить, и вот ждал, вот ежедневно ждал, что вы к нему просто вот приползете на коленях и будете молить его разрешить вам остаться рядом с ним. Вот. А время идет, вы не приползаете, вы даже вообще им не интересуетесь, вы живете своей жизнью, вы делаете свои дела, вы успехов добиваетесь, вы стали лучше выглядеть, вы стали гораздо веселее. Да? Он видит эти качественные изменения у вас и такой: что такое, почему мой план не работает, как так, я же такой принц, да? Почему она не идет, почему не просит? Вот, и сходит с ума от злобы, от зависти и от щемящей ревности, да, потому что вы за ним не идете, потому что вы его назад не приглашаете, да, не умоляете. На свинью показали. Точно какой-то бывший. Причем очень эгоистичный, нарциссичный бывший. Но вы его точно знаете. Это тот, кто больше всего насвинячил в отношениях. Вот он до сих пор ждет, девочки. Ждет и бесится. Бесится, когда он видит ваши новые фотографии в социальных сетях. Либо, в принципе, где-то с вами пересекается. Он просто такой: как она хороша, как она похорошела. Да что такое, почему она ко мне не идет? Почему она ничего не делает? Кстати, этот бывший даже мог вас провоцировать
допустим, в своих соцсетях постить фотографии с другими женщинами, мог вам какие-то обидные вещи писать сообщениями, ну и также мог каких-то девчонок подкупать, чтобы они типа имитировали его поклонниц, либо его там новых пассий. Но на самом деле он очень одинок, и все, о чем он может думать, это только лишь о том, почему вы не идете, почему вы его не возвращаете. Ну, сбили вы спесь с этой свиньи, что поделаешь. Еще долго будет вас ждать. Долго. Потому что как бы он там не отрицал, он ведь по-своему, по-свински, но все-таки вас любил. Да, скорее всего, человек просто не создан для семьи, для отношений, ну, слишком он в себя влюбленный. Но тем не менее, я вижу, что любовь коснулась его сердца, поэтому он так и злится, лютует и ждет вас. Ждет, пока вы за ним придете. Ну что ж, это его выбор, это его судьба, пусть и ждет. Дальше. По вам сходит с ума, вернее, из-за вас сходит с ума родная женщина, родная. То есть это, возможно, ваша сестра, возможно, ваша мама, бабушка, тетушка. Женщина, которая вас действительно очень любит и за вас очень сильно переживает. Сходит она с ума, потому что у вас неполноценная личная жизнь. То есть ей-то хочется, не знаю, там, внучат нянчить, либо племянников. Ей хочется видеть вас счастливой. Ей хочется, чтобы вы действительно жили как принцесса. Ну, вот видит она вас принцесса, вы для нее принцесса. Возможно, вы по жизни принцесса, да? Здесь вас очень ярко показали. Хочется видеть вас успешной, счастливой, довольной, чтобы жизнь у вас была легче. А время идет, как бы, а вы все одна, например, да, либо вы с трудом прокладываете себе дорогу в жизнь. Вот, и она очень сильно переживает, ей очень хочется вам помочь, но чем помочь, она не знает. Либо все, что может, она для вас делает, понимает, что этого мало, либо не все в ее руках, и поэтому так себя чувствует. Ну, прям очень она вас любит, очень. Я бы даже сказала, через край. Не живет своей жизнью, а живет вашей жизнью, живет вашими интересами. Это тоже неправильно. Неправильно, да. Всячески пытается вам помочь, что-то делать. Там, возможно, ходит к гадалкам, возможно, какие-то молитвы читает, какие-то обереги вам там мастерит. Но лишь бы у вас, скорее всего, поменялось к лучшему. Здесь такая любовь немножко душащая идет. Ну, она своей любовью вас немножко душит. И прям форсирует события, ждет от вас скорейших результатов. Ну, я думаю, вы понимаете, к кому я говорю. Как бы судить эту женщину нельзя, потому что, да, она очень хорошо к вам относится, но с другой стороны, надо немножечко ей и своей жизнью жить, и это будет правильно. Так, и еще образ мужчины, молодого мужчины, относительно вас прям очень молодого, я бы даже сказала, юного мужчины. То есть, сколько бы вам лет не было, отнимите где-то лет 10, а то и 15, точно не ошибетесь. Вы для этого мужчины, ну вот как звезда, как мечта. Вот бывает, там мальчики влюбляются в девушек, женщин, там актрис, да, либо фотомоделей. Вот и вы также для этого молодого парня, для этого юного парня. Он понимает, что разница в возрасте очень серьезная. Конечно, она его не смущает, он понимает, что это смутит вас. И опять же, в силу своего возраста, я так понимаю, что у него, он либо с родителями живет, да, либо у него только лишь всю жизнь начинается. То есть у него нет каких-то там особых сбережений, нет особого заработка. А женщину, ее же нужно выгуливать, женщину нужно подарочками радовать. Женщине нужно соответствовать, особенно такой, как вы. И это похоже на первую любовь. Как бы мы знаем, да, что первая любовь, она не всегда удачная, не всегда счастливая, но тем не менее. И вижу, что этот парень, он постоянно пытается к вам, не то чтобы прикоснуться, скорее как пересечься с вами в жизни, да, чтобы лишний раз с вами хотя бы на расстоянии, но какое-то взаимодействие иметь, там, смотреть на вас, улыбаться вам, здороваться с вами. Вот, прям ищет постоянно вашего внимания. Ну, первая любовь, что поделаешь. Молодой и горячий. Так, ну и в целом, здесь показан замок. Замок, который медленно, но верно открывается. Я так понимаю, что это замок к вашему личному счастью. То ли вы сами свое личное счастье закрыли
в силу разных обстоятельств, особенно вот если мы берем эту свинью, ну, либо этого несвободного мужчину, то ли вы действительно были заняты чем-то другим, ну, например, своим становлением, карьерой, какими-то проблемами. А теперь приходит время любви. Вы у меня все разные, но кто бы ни зашел на эту отсыпку, у вас в ближайшие несколько месяцев они просто идут под знаком любви. Этот замок, он откроется, и личная жизнь у вас прям выстрелит, в прямом смысле слова выстрелит. Вот вижу я вас счастливой и именно с достойным вас человеком. Вот, с хорошим человеком вижу, не с плохим. Я не могу сказать, кто из них, кто, но тем не менее, с хорошим человеком рядом я вас вижу. Вижу счастливой, любящей, любимой, счастливой. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.